Знакомьтесь, это Альбина, наша коллега, редактор абхазского радио в «Спутнике Абхазия». Ее супруг тоже трудится в медиа, возглавляет холдинг «Апсномедиа». У них 3 детей. Казалось бы, в таком ритме у Альбины нет времени на что-то другое, но у нее оно нашлось. Если помнишь, было такое время, когда сложно было, не покупались, то есть мандарины, и они стали портиться. Ну вот ты сможешь вот смотреть, как гниют мандарины, у тебя там в кладовке лежат, и они гниют. Я не смогла мимо пройти. Я думаю, у меня была соковыжималка дома, обычная, домашняя, маленькая. Я решила, давай я закрою сок хотя бы. Ну вот, так и закрыла, так и понеслось. Альбина ведет свою страницу в соцсетях. Очень эстетичная, красивая картинка, но спрос небольшой. Она предлагала сок многим рестораторам и ательерам Абхазии, но те отказались, сказав, невыгодно. Невыгодно платить 300 рублей за литр чистого мандаринового сока без сахара и воды. И только один небольшой отель в Гагре, Аймара, покупает этот сок у Альбины. Вот так вот продать мандарин, да, выжать и продать, это намного приятнее, даже для меня. Это мой продукт, который я сама его сделала, приготовила. Вначале это были ярмарки у нас, сельскохозяйственные, на ГУМе, там, на фестивале мы были. Какой Новый год без абхазских мандаринов? Фраза, знакомая каждому советскому человеку. Но с уходом Советского Союза она стала уходить и в эпоху. В последние годы продавать абхазские цитрусы стало сложно. Некоторые крестьяне, разочаровавшись, перестали собирать урожай. Хотя своего вкуса абхазский мандарин не потерял ни капли. Конечно, у этой ситуации есть объяснение, но это грустная и долгая история. Расскажем в следующий раз. А сейчас сходим на абхазский рынок. Даже в марте там еще продают абхазские цитрусы. Местные мандаринчики в основном привозят из Шера. Это хорошо люди сохраняют. Он хорошо сохраненный, сладкий, вкусный, сочный мандаринчик. Есть 5-6 деревьев. Живем тут недалеко, в городе, можно сказать. Ага. Да, ухаживает муж не я. Вы пробуете наверняка свои мандарины, вам нравится? Конечно, и все гости наши также пробуют. В 1901 году ярославский купец Игумнов в знак дерзости рассыпал на приеме золотые монеты перед царем Николаем II. В наказание его сослали в болотистое абхазское село Алахадзе. Там он купил землю, осушил ее с помощью эвкалиптов и кипарисов, завез чернозем и высадил саженцы из Турции. Мандарины прижились, дав начало знаменитому абхазскому сорту. После революции Игумнов добровольно передал хозяйство советской власти. Ныне на его могиле установлен памятник от благодарных потомков. История абхазского мандарина не так грустна, как кажется. Местные энтузиасты и идейщики сегодня пытаются вернуть былую славу южным цитрусам через креативные проекты. Туристический сезон в этой части Сухума очень многолюдно. А вот в межсезонье, как сейчас, здесь пустынно. Однако ситуация стала меняться. В последнее время на этом месте стали проводить разные фестивали, в том числе и мандариновые. Недавно абхазские кондитеры испекли 54-метровый торт, который вошел в книгу рекордов Гиннесса. Для нас, для нашей команды, мандарин, сам проект фестиваля «Мандарин», он очень многофункциональный. Это не только про продление сезона, это уже ассоциативный добрый ряд ассоциаций с Абхазией, солнечной, яркой. Если мы говорим про символику, это такой понятный бренд. Где еще на Новый год можно увидеть большую мандариновую елку? Только в Абхазии. Вот такая оранжевая красавица появилась на набережной на Театральной площади. Хотим, чтобы об Абхазии узнали за пределами Абхазии, и не только российский турист. И учитывая охваты в социальных сетях, у нас это удается. Как нам рассказывали знакомые, мандариновую елку, рекорд по мандариновому, получается, по мандариновой елке, люди с Австрии, многие люди там за рубежом, с Европы присылали фотографии, где-то писались даже на их каналах, и у них уже складываются какие-то ассоциации, они положительные. Мандарин, 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 мандарин.
руках талантливого человека оранжевый цитрус превращается в настоящее абхазское золото, как у Альбины. Она спасает мандарины каждой зимой, давая цитрусам вторую жизнь. Для своих детей Альбина из сока делает мороженое, а для нас с вами вкуснейший, полезнейший витаминный напиток. Настоящее абхазское золото в стакане. Вот и вы можете попробовать сами. Я передаю эти бутылочки участникам кинофорума «Новая реальность» и пейте на здоровье.